Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашукі. Мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі. Выбачаемся за невялічкую затрымку, тэхнічны момант, тым не менш. У нас у эфіры прадстаўніца аб'яднання сваякоў і колішніх палітвязняў Тацяна Хоміч. Прывітанне, спадарыня Тацяна. Добрый день. Дякую, что долучыліся, і я думаю, что у нас ёсць что з вами абмеркаваць з пункту гледжання апошніх падзеяў, апошняй інфармацыі, якая даходзіць. Інфармацыя даходзіць абсалютна розная, але яна звязаная з палітвязнямі, і гэта галоўнае найперш. Як толькі з'явілася інфармацыя, ну прынамсі, скажем так, калі Лукашенко правёў такі анонс, што будуць вызваляць палітвязняў, там, як ён сказаў, што можа быць тых, хто у цяжкім стане, там і гэтак далей. Ці былі у вас хоць нейкія спадзяванні на тое, што сапраўды гэта будзе, гэта першае, і па-другое, што ваша сястра Марыя Калеснікава патрапіць у спіс гэтых вязняў? Я думаю, что, как и у многих, на самом деле, наверное, были такие смешанные чувства у меня именно вечером 2 июля, когда появилась такая новость. Во-первых, чувство какой-то радости и, конечно, подъема, да, что неужели это возможно, и в то же время сомнения. И все-таки уже утром 3 июля и позднее, в следующие дни, мы видели такие, я бы сказала, позитивные новости. Я считаю это позитивными шагами о том, что люди выходят. Мне кажется, здесь важно сказать, что мы слышали, да, из новостей, что это должны быть люди из гуманитарного списка, то есть это люди с тяжелыми заболеваниями, но при этом мы уже видели, что выходят и другие политзаключенные, да, у кого нет тяжелых заболеваний. Мне кажется, что это тоже такое важное действие, и люди выходят тоже с разными сроками. То есть и несколько месяцев, кому оставалось провести в заключении несколько месяцев, но и от 1 до 3 лет, и вплоть до 6 лет. Я считаю, что очень важно, что вышел на свободу Ригор Костусев, учитывая его тяжелое состояние со здоровьем. Я очень надеюсь, что другие политзаключенные, кто в тяжелом критическом состоянии, тоже смогут выйти на свободу. Конечно, я думала и в этот момент, и думаю до сих пор о моей сестре Марии Колесниковой. К сожалению, у нас нет пока никаких новостей. Напомню, что с Машей нет связи практически уже 1,5 года, никаких контактов. Маша находится в состоянии инкоммуникада, полное отсутствие связи с внешним миром. Ну да, я так разумею, что гэта асноўная, адна з важных праблемаў, што ніякай інфармацыі нельга ні ад яе атрымаць, ні ёй нешта перадаць. Я маю на ўвазе, што, да прыкладу, ці былі якія-небудзь прапановы ёй апошнім часам там напісаць прашэнне аб памілаванні, потому что зараз з'явілася інфармацыя ад праваабаронцаў з вясны, што шэраг палітвязняў не пагадзіліся на тых умовах, якія ім прапаноўвалі выходзіць на волю. А хутчэй за ўсё размова ідзе пра тое, што ад іх патрабавалі напісання прашэння аб памілаванні. І тут, безумоўна, невядома, вот Марыя, была такая прапанова, не была, пагадзілася, не пагадзілася. То есть, я так разумею, у невядомасці вот адносна гэтых усіх фактаў знаходзімся. Мы находимся в полном неведении 1,5 года. Я напомню, что у нас действительно нет ни писем, ни переписки с Марией, ни звонков, нет встреч с родными, нет встреч с адвокатом у Марии. Даже не можем передать передачи. И учитывая ее тоже состояние здоровья, напомню, что Маша была операция на прободной язве в конце 2022 года. И, к сожалению, опять же, информация о том, что сейчас происходит, да, с ней у нас тоже нет. Поэтому не могу ничего сказать, были ли какие-то обращения к ней. К сожалению, конечно, я очень надеюсь на это.
И ситуация, да, такая, что в том числе мы слышали и не раз, и в прошлом году, и уже в этом году, что состояние здоровья Маши ухудшается, что Маша сильно похудела. Нам неизвестно, оказывают ли ей помощь. Мне остается только на это надеяться, на самом деле. Оказывают ли ей медицинскую помощь. И учитывая, опять же, диагноз и условия содержания, получает ли она достаточное и необходимое питание, это, конечно, под большим вопросом. Я только надеюсь, что Маша держится изо всех сил, насколько вообще это возможно. Но я также хочу сказать, да, что мне кажется, что очень долгое время были такие споры, на самом деле, в демократических силах среди организаций гражданского общества Беларуси, вообще возможно ли освобождение, да. Очень многие утверждали, что нет, этого никогда не будет, либо нужны будут какие-то очень серьезные усилия, либо там должна будет какая-то быть, не знаю, там переговоры, договоренности, причины для даже малейших освобождений. Я бы сказала, что это освобождение уже не единичное, да, если известно как минимум о 18 освобожденных. Я предполагаю, скажу, что это мое предположение, что их на самом деле больше, и правозащитное сообщество пока не знает точное количество. Просто потому что люди, конечно, люди будут и в том числе бояться сообщать такую информацию. Нам понадобится еще какое-то время, нам всем, чтобы понять, сколько людей освободили, что же все-таки произошло. Но повторюсь, что мне кажется, что это важный шаг, потому что долгое время никто не верил, что это возможно. И теперь можем сказать, да, это возможно, да, то есть и это не единичные случаи, это более чем единичные случаи, это возможно. И таких освобождений, насколько нам всем известно, да, не было около, наверное, 2 лет. То есть какой-то сдвиг ситуации, какой-то все-таки вот эта тупиковая ситуация, о которой мы тоже говорили очень долго, она сложилась, она меняется. Трудно утверждать сейчас, да, мы не можем тоже сказать, а на самом деле это какое-то разовое освобождение, либо это будет продолжаться. Поэтому мне кажется, что нам важно действительно внимательно следить за ситуацией, но не делать преждевременных выводов. Вот вернемся до тэмы абмеркаванняў у дэмакратычных сілаў гэтай праблемы палітвязняў. Ужо некалькі гадоў ідуць размовы пра стратэгіі, магчымасці неяк паўплываць на сітуацыю, што дэмакратычныя сілы могуць зрабіць. У мінулым годзе праходзіла нават канферэнцыя цэлая, ну не канферэнцыя, а абмеркаванне, якія арганізавала каардынацыйная рада. Шмат сабралася розных ініцыятыў, спікераў, якія абмяркоўвалі гэтае пытанне. Потым у Празе гэтыя ж тэмы абмяркоўваліся. Але калі взять сёння вот канкрэтнае гэта вызваленне, то ўжо ідуць размовы про тое, что калі ўсё ж таки хто-то спрычыніўся, хто-то і паўплываў, то гэта былі недэмакратычныя сілы. Яны засталіся з боку гэтага працэса і ніякім чынам да яго дачынення не мелі. Ваша ацэнка, ці сапраўды так, ці ўсё ж таки нейкім чынам дэм-сілы спрычыніліся да ўсіх гэтых працэсаў, якія сёння мы назіраем? Я думаю, что да, мы можем говорить о том, что пока мы, демократические силы, наверняка не знаем вообще, что стало причиной. Является ли это результатом каких-то переговоров? Переговоров с кем? Сколько человек уже попало или может попасть под это освобождение? И да, с другой стороны, демократические силы, я думаю, сделали очень многое, в том числе поднимая вопрос освобождения политзаключенных на разных площадках. Все эти усилия за несколько лет и работа правозащитного сообщества по документированию, по донесению информации в международные организации, конечно, и задействование механизмов ООН, это все было очень важно, но сейчас считаю, что да, мы пока не знаем на самом деле, кто за этим стоит. А вообще, если какой-то уже
переговорный трек, да, то есть это какой-то действительно результат каких-то договоренностей, либо это такая разовая акция. А что мы можем сейчас сделать? Конечно, это быть осторожными, не мешать дальнейшему освобождению своей коммуникации, своих высказываниях, своих суждениях, потому что в наших общих интересах, чтобы, если этот трек и есть, чтобы он продолжался, чтобы люди продолжали выходить, но со своей стороны смотреть, как дальше будет развиваться вообще ситуация. И я считаю, что это хороший и важный сигнал, которого мы ждали очень долго. І вось з гэтай нагоды у мяне шмат таких вось разваг. І як вы думаете, апошнім часам з'явіліся такія развагі, якія запусцілі у сваім YouTube канале Астапеня, Сугак і Шрайбман наконт того, каб не злаваць деда, двумя словами сказать. Вот как вы думаете, у гэтай ситуации дэмсілам якой стратегии варта прытрымлівацца, рабіць усё, каб не дай бог не пазлаваць деда, ці ўсё ж таки выказывать свое меркаванне, свое бачанне, свое стаўленне? Вот як ваше бачанне этой ситуации? С моей точки зрения, сейчас нужно сделать все возможное, чтобы не навредить на самом деле. И, наверное, тоже там публикацию какой-то информации первой, кто же это вышел, это может навредить людям на самом деле. Потому что, как мы знаем, количество еще не такое большое, да, и, в принципе, можно понять, например, из данных, из таких сообщений, кто же об этом сообщил. Поэтому, с моей точки зрения, об этом лучше промолчать. Придет время, когда мы сможем это обсуждать, мы сможем об этом говорить. Вы представляете, каким стрессом является это для людей, когда люди, возможно, даже не ожидали, и их освобождают фактически в такой довольно спонтанно, да, и в каком стрессе они находятся, их родные, не понимая, что происходит. И мне кажется, тут действительно это должен быть такой общий подход наш и правозащитных организаций, и демократических сил, особенно пока мы не понимаем этого процесса или причина освобождения, действительно воздерживаться в своей коммуникации. Нужно дать людям выйти и не мешать, особенно тем, кто может выходить в будущем, да, кто, возможно, еще есть среди тех, кто планируется к выходу в ближайшее время. Я считаю, что это действительно это гуманитарный вопрос. Это вот тот самый, на самом деле, гуманитарный трек, о котором мы долго очень говорили. Мы в Ассоциации родных и бывших политзаключенных, мы, в том числе команда Виктора Бабарика, об этом говорили, мы об этом говорили на площадке Координационного совета, да, что вопрос политзаключенных должен быть вынесен в отдельный трек. Слишком много времени прошло, чтобы продолжать привязывать это к политическому процессу, к изменению режима. Поэтому здесь нужно соблюдать осторожность, аккуратность и действительно со своей стороны способствовать, чтобы как можно больше людей вышло на свободу. И я надеюсь, что я только могу надеяться на самом деле, да, что это долгий процесс на самом деле, но тем не менее сдвиг есть, это важно, и да, наблюдать, делать выводы, но не делать преждевременных выводов. Ну, шмат было развагаў цягам этих апошніх некалькіх гадоў пра розныя стратэгіі по вызваленні палітвязняў. Сёння, калі вось бачыць гэты трек, вот гэтую сітуацыю з вызваленнем, можна нейка вызначыцца, што зараз-то зразумела, што вось такую стратэгію нам трэба прытрымлівацца ці не. Вот пытанне скончыліся наконт стратэгіі, ці гэта яшчэ не факт і можно еще разважать и в нечто выбирать, вызначаться? Ну, как я уже сказала, я думаю, что тут преждевременно, да, еще делать выводы, но с другой стороны, освобождение политзаключенных должно быть приоритетом. И если действительно то, что происходит сейчас, это является результатом переговорного процесса, то главное, что мы можем сделать, демократические силы, правозащитное сообщество, это не мешать и способствовать. Я напомню, что мы также и
часто говорили о том, что белорусским демократическим силам нечего предложить, да, и переговоры могут идти с какой-то другой стороной, там, с западными партнерами и так далее. И в нашей ситуации, если так и происходит, да, то есть, то в том числе не мешать и этому треку, на самом деле, только пытаться и в том числе помогать, да, как мы уже знаем давно, что действительно правозащитное сообщество работает над документированием и вообще составлением таких списков людей с заболеваниями, да, либо тем, кто относится к уязвимым группам. Там есть разные группы, напомню, это и люди с инвалидностью более 10 человек, это несовершеннолетние, это пожилые в возрасте 60 человек. Напомню, что их больше 60 человек. Люди с разными проблемами со здоровьем, не говоря уже о самых критических, это как минимум тоже 90 человек. Это люди с психическими заболеваниями, да. И я считаю, что вот с нашей стороны тоже есть определенная работа, продолжать ее делать, доносить ее международным партнерам, стараться доносить ее и белорусским властям через медиа, либо через такие международные отчеты, международные механизмы, да, задействуя, либо посредством какой-то непубличной коммуникации, но и также доносить это и белорусским властям. С этой стороны, в нашей ситуации, мне кажется, что не так и важно, да, между кем и кем происходит или будет двигаться этот переговорный процесс. Приоритетом должно быть именно освобождение людей. Згодны, прыярытэтам павінна быць, але ўсё ж таки я вот вярнуся до ваших слоў про тое, что мы не павінны рабіць нешта, что могло б перашкодзіць самому гэтаму процессу. Калі казаць все ж таки, а что конкретно вот не рабіць, каб не зашкодзіць? Ну, с одного боку, вот вы сказали про тое, что, может быть, не спяшацца, не дамагацца, каб назвали імёны тых, хто выйшаў на свабоду, каб не публічыць гэта, каб, ну і гэтак далей. Але что яшчэ? Потому что мы бачым розныя трекі, якія прасоўваюць дэмакратычныя сілы. Адныя кажуць пра неабходнасць узмацнення ціску, новых санкцый, трэція праводзяць акцыі, пікеты з заклікамі аб перакрыцці грузавых перавозак на чыгункі. Польша ізноў таки кажа, што калі не будуць знятыя выкананыя пэўныя патрабаванні па вызваленні таго ж самага палітвязня Пачобута і спынення міграцыйнага крызіса, то будуць закрытыя пераходы памежныя, ну і гэтак далей. То есть вот, ну, нешта людзі прапановваюць, гэта можна лічыцца тым, што можа перашкодзіць працэсу? Насколько я знаю, такие акции происходили происходят уже на самом деле много лет, например, да, о там вопросе перекрытия перекрытия пунктов пропуска, либо акции, вот, я так понимаю, вы говорите про акцию 4 июля, которая была, когда частично останавливали движение грузового транспорта и так далее. Мне кажется, что они уже происходили до этого. Я не слышала о том, чтобы они привели к какому-то результату за это время. Но когда вы спрашиваете, если отвечать на вопрос, да, так, а что это значит, где-то не мешать, но мы сейчас слышим выводы о том, что же все-таки сработало в этом случае. Здесь такой широкий очень, на самом деле, контекст рассматривается, да, и я считаю, что получается, наверное, в этот период буквально в одну неделю произошло несколько абсолютно разных событий, как таких глобальных и геополитических, так и внутренних, да. То есть была поездка президента Дуды, например, на встречу с председателем КНР Си Цзиньпинем, произошла конференция ШОС в Астане и принятие Беларуси туда, встреча Лукашенко с Гутерришем. В то же время произошли внутренние кадровые перестановки, да, то есть контекст очень широкий. Да, и начинаются буквально за несколько дней, делаются выводы о том, что же могло привести к освобождению политзаключенных.
И говоря о том, что не нужно делать такие поспешные выводы, да, то есть я считаю, что нужно взять время и понять, что же все-таки произошло. И пока что, наблюдая за мнением экспертов, я не вижу таких выводов. Да? То есть, скорее говорится, да, ситуация такая, но плюс еще надо учитывать контекст войны, да, мигрантский кризис и так далее. То есть контекст реально очень, очень широкий. Мы видим, да, что произошел какой-то позитивный шаг, но мне кажется, как раз в этой ситуации такие поспешные выводы, они тоже могут навредить. И если эксперты, геополитические эксперты говорят пока о том, что ситуация непонятна, я думаю, что нужно взять время и следить за дальнейшими вообще событиями, шагами, встречами, договоренностями, что будет происходить дальше, на самом деле, да, то есть встречи, возможно, какие-то Лукашенко, какие-то мероприятия и так далее. В этой ситуации действительно лучше взять время и не спешить с выводами. Прыгадываючы ранейшыя вось дыскусіі па пытаннях з стратэгій і ўсё астатняе звязана з вызваленнем палітвязняў, я прыгадываю, што ўзнімалася тэма важнасці захавання контактаў з тым бокам, каб можна было даносіць нейкія месседжы, нейкую інфармацыю і туды і адтуль атрымліваць. На сёння, вот як вы лічыце, гэта сапраўды важна, ці можа быць правильно так, а гэтыя контакты сапраўды ёсць с тым боком? Мне трудно ответить на этот вопрос. Я думаю, что это важно. Я уверена, что так или иначе решение принимается все-таки белорусской стороной, да, например, об освобождении, да. Хоть мы и слышали как раз сегодня о том, что часть политзаключенных отказалась выходить на свободу на таких условиях, но все-таки, да, это тоже их решение, они имеют право на такое решение, но вопрос решения о том, кто будет освобожден, все-таки лежит за белорусскими властями, нам надо это учитывать. Я также согласна с мнением, что рано или поздно нам необходимо будет восстанавливать общество, да, то есть восстанавливать контакты и связи между белорусами, те, кто оказались по одну либо по другую сторону, и границы, и, можно так сказать, идеологические. Я думаю, что это будет очень долгий процесс, это тяжелый процесс, но так или иначе этот момент наступит в будущем. Поэтому всегда важно поддерживать эти контакты. Это тоже белорусы. К сожалению, в такой ситуации, да, мы оказались по разные стороны. Но нам все равно настанет тот момент, когда нам нужно будет всем жить вместе. Вот. И напомню, что все-таки 9 миллионов белорусов остались в стране. Да? То есть это только, наверное, около 5% мигрировали. Вот. Поэтому рано или поздно наверное, такое воссоединение, оно будет происходить. И тоже зависит и от нас в том числе, и от той стороны, конечно, но от нас тоже. Будем ли мы делать какие-то шаги, как мы к этому относимся и так далее, как мы будем это транслировать в будущем. Вы сказали про тое, что писать ці не писать там прашэнне гэта рашэнне кожнага, і я цалкам з вами згодны. Мне просто цікава вось ваше меркаванне по таким пытанням. Былі спрэчкі, яны в прынцыпе і зараз працягваюцца, что ніякіх перамоваў, мы павінны ціснуць до конца, пайсці на перамовы, это здрадзіць 2020 году і здрадзіць тым ахвярам, якія уже былі панесеныя за гэты час і гэтак далей. Ваша вот позиция по гэтым пытанні? Я думаю, что решать должны сами политзаключенные, и мы и те, кто находится сейчас в заключении. Мы не имеем права решать за них, находясь на свободе, находясь в безопасности за границей. И я общаюсь с теми, кто вышел, и те, кто может безопасно общаться, да, из тюрем. И я часто слышу мнение о том, что действительно политзаключенные ждали и ждут освобождения, что для многих это очень тяжелый период, что многие теряют надежды, что действительно обсуждается чуть ли не каждый день, как и когда их будут освобождать.
И недавно как раз говорили, да, о том, что там многие девушки, женщины, у кого нет детей, они пытаются смириться с мыслью, что детей никогда не будет. И еще раз напомню о людях с тяжелыми заболеваниями. Да, то есть я считаю, что мы не имеем права судить, решать, находясь за границей, как поступать с людям, которые находятся за решеткой. Но у них должен быть выбор. Ну, вот і тут мы падышлі да тэмы вельмі такой балючай. Гэта што адбываецца у гэтых так званых месцах пазбаўлення волі, у якіх умовах гэтыя людзі, гэтыя палітвязні знаходзяцца. У вас ёсць вот апошняя інфармацыя, ці можа быть змянілася стаўленне, палепшылася, ці вот што, якія даходзіць, якая інфармацыя даходзіць адтуль? Я думаю, что, во-первых, вот этот вопрос, что происходит там и продолжаются ли задержания, да, его все-таки нужно рассматривать отдельно от вообще вот трека и процесса освобождения, от гуманитарного трека. Здесь мы говорим, как и в ситуации с войной, да, переговорный процесс по обмену пленными идет постоянно. Вот недавно была новость по Украине, что за более 2 лет военных действий украинцы обменяли более 3000 граждан Украины, заложников, которые находились в плену в России. То есть не останавливая при этом военные действия. Этот процесс продолжается. Я думаю, что нам нужно относиться к вопросу освобождения точно так же. Репрессии продолжаются, мы все про это прекрасно знаем. Людей продолжают пытать в тюрьмах. Да, напомню, допустим, как в случае с Марией, есть как минимум 7 политзаключенных, которые находятся в состоянии инкоммуникада. Это Виктор Бабарико, Сергей Тихановский, Николай Статкевич, Игорь Лосик, Максим Знак. Это Полина Шаренда-Панасюк, ее тоже недавно отнесли к этому списку. Владимир Гундарь. Вот. Это минимум, да. Часто слышим еще, что есть несколько других человек, которые периодически тоже Так, у нас праблемы с сувязью, штосьці падвіс трошку інтэрнэт, я так разумею, з боку Тацяны. Да, вось кажуць, што з боку Тацяны, но зараз калі не наладзіцца нічога, то на жаль, тады нам давядзецца ўсё ж таки закончыць нашу размову, ці ўсё ж таки штосьці змянілася, не? Не змянілася. Ну, як бачыце, мы абмяркоўваем сітуацыю з палітвязнямі. Насамрэч інфармацыя вельмі спрэчная. Па-першае, мы не ведаем, колькі дакладна палітвязняў было за апошнія дні вызвалена і выйшла на волю. Тым больш мы не ведаем іх імён. Ну, дакладней, скажем так, публічна яны невядомыя, хоць праваабаронцы і кажуць, што гэтыя імёны, прозвішчы ў іх ёсць, спіс ёсць у іх, але ўсё ж таки схіляюцца да меркавання усе, што публічыць іх зараз не трэба, асабліва з улікам таго, што ці самі палітвязні, ці іх сваякі не хочуць, каб такая інфармацыя публічылася. У гэтай сітуацыі абсалютна незразумела, як правильно казала Тацяна Хоміч, што нам рабіць у гэтай сітуацыі, якім чынам можна, ну, как бы паспрыяць працэсу. Ну, найперш не перашкаджаць. Ну, вось Тацяна вярнулася. Дзякую вам, Тацяна, што перазапусціліся. Тацяна, яшчэ один момант хацеў у вас спытацца. Як толькі стала вядома пра тое, што пачалі вызваляць гэтых палітвязняў, прагучалі словы пра тое, што ну вось гэта гуманнае дзеянне, і чамусьці вельмі актыўна пачалі абмяркоўваць, ці варта тое, што адбываецца, называць гуманным дзеяннем, гуманнасць, гуманнай ініцыятывай і гэтак далей. Для вас гэта важна было, ці ввогуле варта было звяртаць на фармулёўкі нейкую увагу і спрачацца з гэтай нагоды?
Я соглашусь с тем, что, наверное, эти формулировки- это вторично. Вот, потому что я сама считаю, что это гуманный акт, гуманный шаг. Даже если это один освобожденный политзаключенный с тяжелыми заболеваниями, Григорий Костусев, это уже, возможно, спасение его жизни. Но напомню, как мы видели, там есть и другие люди, женщины, мужчины, у кого оставались еще сроки по несколько лет. Поэтому я согласна с этим. Я считаю, что здесь тоже нужно разделять как бы, мотивацию и личность от самих действий. Да, то есть то, что это гуманный шаг, это гуманное действие, я с этим согласна, я это абсолютно поддерживаю. То, что люди вышли на свободу, возможно, кому-то удалось спасти жизнь, кто-то воссоединился с семьей. Мы прекрасно знаем, что сроки могут не ограничиваться, да, первоначальными сроками, а люди могут задерживать дальше по 411 статье еще на год, а еще на несколько лет, как это случилось с Полиной Шренда-Панасюк. Поэтому я считаю, что это позитивный шаг. И я очень надеюсь, что таких людей будет больше, если не в этот раз, то в ближайшее время, в ближайшие месяцы. Плюс действительно нужно учитывать еще внутриполитический контекст, да, что произошли какие-то кадровые перестановки. В 2025 году будут выборы. Да, то есть я думаю, что нам действительно нужно думать о том, что нам сделать, чтобы люди как можно быстрее вышли на свободу. И да, в том числе использовать эту и внутриполитическую ситуацию, и внешнеполитическую ситуацию для освобождения людей. И вот эти формулировки- это вторично. Тут я в прынцыпе з вами пагаджуся, это ніяк не ўплывае на працэс сам, як бы мы гэта не называлі. Тым не менш, глядзіце, тыя людзі, якія казалі про тое, что калі Лукашенко пры ўладзе застаецца, калі рэжым не змяняецца, рэпрэсіі не спыняюцца, то гэтыя вызваленні, ну как бы сёння вызвалілі пэўную колькасць людзей, назаўтра ізноўку асудзілі, затрымалі такую ж самую колькасць, а то і болей, і ў прынцыпе, ну такім у агульным глобальным сэнсе нічога не змянілася. І сапраўды мы атрымалі такое ж пацверджанне. Прыйшла інфармацыя пра вызваленне пэўнай колькасці палітвязняў, і ў той жа дзень вясна, праваабаронцы прызналі 18 чалавек палітвязнямі, то есть новых палітвязняў. Суды, прысуды мы чуем кожны дзень, і яшчэ не пра ўсе ведаем, не пра ўсе інфармацыя до нас даходзіць. Сапраўды, вот як у гэтай сітуацыі ставіцца да такой, ну как бы адных адпусцілі, других забралі, нічога не змянілася. Я напомню еще раз контекст, точно так же, как это происходит во время войны. Война продолжается, военное действие продолжается, идет обмен военнопленными, да, то есть и война не останавливается. И мне кажется, в такой риторике мы можем дойти до такого вопроса, на самом деле, так может, что людям не стоит выходить, да, а те, у кого заканчиваются сроки, просто чтобы не сел кто-то другой. Ну, это же тоже, это негуманно на самом деле, да, то есть и я ни разу не слышала такой аргументации от тех, кто находится либо находился за решеткой на самом деле. Да, и для меня удивительно, например, это слышать от бывших политзаключенных, которые вышли на свободу, уехали за границу и продолжают настаивать на том, что никаких переговоров об освобождении до смены режима не может быть. Это звучит удивительно от людей, которые прошли тюрьмы, действительно такое слышать. И им повезло, им посчастливилось выйти и уехать в безопасную страну, безопасное место. На самом деле, для меня это очень спорный вопрос. И напомню, что на самом деле от тех же, да, то есть с той же стороны звучало и постоянное такие утверждения, что освобождение вообще невозможно. Ну вот оно возможно, и оно происходит прямо сейчас. Да, то есть и это очень было тоже такой позицией очень долгой, что никого не освободят, никто не будет выходить на свободу. Ну вот выходит.
Ну что ж, Татьяна, нам трэба завершаць нашу размову. Давайте мы подсумуем. Мы уже гэта абмяркоўвалі, але как бы такую выснову зробім. Уявім сабе, что завтра пачынаецца чарговая якая-нибудь канферэнцыя там ці абмеркаванне по пытаннях стратэгіі там вызвалення палітвязняў. І вот маючы ўжо гэты кейс вызваленых палітвязняў, вот з якой бы тэзай вы выступілі перад сваімі калегамі? Во-первых, ну, в текущей ситуации, как я уже сказала, нам действительно нужно взять время и понять, что происходит, что стало причиной. Действительно, это является какой-то переговорный трек в ту сторону этих переговоров, если они есть. Сколько людей вышло по нему, какие у нас, да, и вообще есть возможности. И также мой, конечно, мой призыв — это на самом деле то, что люди в наших силах, да, делать все возможное, чтобы такой трек, если он есть, чтобы он продолжался, чтобы это не было единой акцией, единственной акцией и продолжался в будущем. И я уверена, что в ситуации, если, допустим, демсилы, как, скорее всего, это происходит сейчас, да, они являются какой-то стороной переговоров, то нам нужно понять, что мы можем сделать, чтобы и не помешать, я думаю, в дальнейшему, но и помочь, чтобы как можно больше людей вышли на волю. Хорошо, я перефразирую. Не демократических сил конференция, а, скажем, вы попадаете, ну, я не ведаю, в Госдеп, или там на куда-нибудь там в Брюсселе в Еврокомиссию, и еврочиновники спрашивают вашего совета, что им делать в этом направлении. Что вы посоветуете? Действительно, я думаю, что это в том числе для западных партнеров такое освобождение является определенным сигналом. И в этой ситуации им нужно обратить на это внимание, да, и также внимательно относиться к тому, что будет происходить дальше. И, возможно, проявить инициативу с вопросом, что может быть сделано дальше, чтобы такой трек продолжался. Ну, отменены санкции, например. Я не знаю, как бы можем ли мы об этом сейчас говорить, да, то есть мне кажется, что, наверное, об этом говорить рано, да, действительно рано, и, опять же, нужно брать время, обсуждать, какие вообще возможны дальнейшие шаги. Возможно, об этом еще рано говорить, вот, поэтому тут нужно быть осторожным. Мне кажется, что мы видим, что что-то меняется, что-то происходит, да, то есть это позитивный шаг, да, позитивный шаг. Вот, но действительно очень аккуратно к этому подойти, понять, что мы можем сделать дальше. Мы, западные партнеры и так далее. Дякую вялікі. Ну што ж, будзем сапраўды назіраць за сітуацыяй і глядзець, што будзе адбывацца далей, таму што вельмі складана казаць, ці это нейкая, умоўна кажучы, разовая акцыя дзеля сустрэчы з тым же самым Гутэрышам, ці это нейкі першы крок толькі на шляху да змены сітуацыі. Пакуль складана сказаць, пра это не бяруцца выказвацца нават эксперты. Так што будзем чакаць развіцця падзеяў і спадзявацца, што людзі выйдуць на свабоду, і палітвязні, і не толькі палітвязні, але тыя, хто знаходіцца там па палітычных матывах і не прызнаны афіцыйна палітвязням. Дзякуй вялікі. Тацяна Хоміч была у нас у эфіры. Слухайце, глядзіце, падтрымлівайце, подписывайтеся, калі для вас гэта бяспечна, і жыве Беларусь. Дзякуй вялікі, да ўвышэння.